Прошло уже чуть больше месяца, как в российских школах отзвенели последние звонки, а выпускники 2009 года наконец-то вздохнули с облегчением. Позади у них остались долгие школьные годы и, конечно же, первый и последний в жизни единый государственный экзамен. С нынешнего года ЕГЭ стал обязательным для всех выпускников школ. Новая система тестирования знаний учащихся полностью сместила привычные экзамены. По результатам ЕГЭ, набрав определенное количество баллов без вступительных экзаменов, теперь без труда можно поступить в любой вуз России. Внедрение в российских школах единого госэкзамена была призвана улучшить успеваемость и качество обучения учащихся, а также искоренить коррупционную составляющую среди преподавателей образования. Эксперимент, проведенный в отдельных городах в прошлом году, доказал, что единый госэкзамен является действенной мерой. Однако в последние дни в СМИ заговорили о провале эксперимента, что единый госэкзамен только ухудшил без того непростую ситуацию как в школах, так и в вузах России. Я с очень большим уважением отношусь к тем усилиям, которые предприняли вы при проведении единого государственного экзамена. Я знаю, что не все результаты нас устраивают, ни вас, ни меня, но то, что он был проведен честно, что мы получили абсолютно объективную картину, я думаю, что этому могут позавидовать в том числе и многие регионы России, в том числе и многие ваши соседи. Я не хочу никого обидеть, но то честное отношение, которое было реализовано, оно тоже очень важно для нас, потому что, во-первых, мы знаем наши слабые стороны, мы будем помогать вам, обязательно будем помогать. Большой полемикой развернулась во всемирной сети интернет высказывание на форуме «Теория антисистем» некого Лавра о липовых отличников из Чеченской Республики по результатам ЕГЭ. Его текст сообщения по его же просьбе моментально был растиражирован юзерами во всевозможных блогах и живых журналах. Не заметить происходящее не смогли даже ведущие информационные агентства. Они всерьез задались вопросом, достоверны ли результаты, полученные в ходе единого госэкзамена в ряде северокавказских регионов. В числе сомнительных оказалась Ингушетия, Дагестан и Чеченская Республика. Как пишет Лавр, феерическая картина разыгралась при приеме в вуза на основании результатов ЕГЭ. В высших учебных заведениях Москвы и Санкт-Петербурга небывалый наплыв вундеркиндов из отдаленных регионов, причем пальму первенства твердо держит Чечня. Он отмечает, что, цитирую, «Если в российских столицах количество сдавших профильные ЕГЭ над 100 баллов едва достигает 1,5 сотен, то в горах Кавказа таких вырешено едва ли не на четверо из каждых 5 выпускников. При этом кавказские абитуриенты, получившие 90 из 100 баллов по русскому языку, не в состоянии даже написать заявление на поступление без ошибок». Автор материала сетует, что благодаря ЕГЭ в этих 3 соседских республиках увеличилась так называемая ставка на хорошие отметки. Между тем, скандал вокруг ЕГЭ вызвал множество самых разнообразных откликов в интернете. От нацистских призывов по отношению к выходцам Кавказа и негодования в адрес министра образования России Андрея Фурсенко до открытого послания в видеоблоге президента страны Дмитрия Медведева. Отдельные ресурсы решили провести опрос среди своих пользователей по заданной теме, а Федеральное агентство по образованию организовало работу горячей линии по актуальным вопросам приема в высшие учебные заведения. В свою очередь, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Любовь Глебова опровергла все сообщения о необычайно высоких результатах единого государственного экзамена в республиках Северного Кавказа, в том числе и Чеченской Республики. В интервью агентству РИА Новости она отметила, что миф, связанный с тем, что Кавказские республики получили необыкновенные результаты, на сегодняшний день не подтверждаются. По ее словам, в Чечне ни по одному предмету ребята не получили 100 баллов на ЕГЭ. При этом, по мнению главы Рособрнадзора, форма проведения ЕГЭ в Чечне должна стать примером для других субъектов Российской Федерации. По ее словам, в Чеченской Республике была получена реальная картинка. Республика очень точно поняла, какой уровень образования у нее на сегодняшний день. В нынешнем году в нашей республике выпускниками стали более 30 тысяч школьников. Из них свыше 9 тысяч выпускники 11 классов, более 23 тысяч 9. Мы перестали быть с вами черной дырой, мы перестали быть отрицательными героями в Российской Федерации. И мы надеемся на вас, мы все считаем вас таким потерянным поколением. Вы пошли в школу в 98 году, и вы увидели самое плохое. Но мы все надеемся на вас, что вот эти ошибки, которые были допущены, вы уже в жизни не повторите. Невольно вспоминается начало 2000-х годов, когда при очередном ЧП отыскивалось лицо кавказской национальности или прослеживался пресловутый чеченский след. Создается впечатление, что некто намеренно подкинул яблоко раздора. Особенно очевидным это становится, если вспомнить встречу Дмитрия Медведева и Андрея Фурсенко в начале июля. Министр образования как раз докладывал о ситуации вокруг ЕГЭ на Кавказе, в частности в Чеченской Республике. Он подчеркнул,
что в связи с военными действиями уровень знаний чеченских школьников находится не на самом высоком уровне, но результаты ЕГЭ, несмотря на свою негативность, были абсолютно объективны. Об этом же Фурсенко говорил и во время своего визита в Грозный на встрече с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Конечно, спорить об уровне чеченских школьников в сравнении с другими бессмысленно. Война внесла свои коррективы в образовательный процесс Чеченской Республики. Надо как раз больше у нас заниматься именно педагогическим коррективом. И если у нас будут золотые школы, там компьютеры самые навороченные, это не значит, что они будут получать образование. Нам нужно делать так, чтобы побольше привлекать к нам республику педагогов, что мы и делаем, договариваемся с Государственным краем, Ростовским и Подмосковским. Подмосковье, там тоже есть у нас договоренность, что будут там приезжать оттуда работодатели, там мы обеспечим здесь жилье. Так у нас, в общем, так взять ситуация средняя. Я думаю, что вот следующий год или следующий год у нас будет лучшим. Мы можем быть примером для других. Тем не менее, в последние годы система образования стала налаживаться. Не случайно местными властями в первую очередь были практически все отремонтированы и восстановлены школьные учреждения. Сегодня в регионе уже не осталось ни одной разрушенной школы. Одним из главных приоритетных национальных проектов стало образование. С начала внедрения этой программы чеченские школы обеспечены школьными автобусами, а подключение к всемирной сети интернет в сравнении с 2006 годом возросло почти в 5 раз. В настоящее время Министерство образования и науки Чеченской Республики занимается решением проблем, связанных с оснащением их современным оборудованием, укомплектованностью компьютерных классов, обновлением библиотечного фонда и подборкой квалифицированных работников образования. Чеченские школьники начали принимать участие во всевозможных олимпиадах, в том числе иногородних, а учителя в конкурсах знаний. Еще одним приятным событием для каждого учащегося стало празднование выпускного бала на республиканском уровне. Красочное шоу, посвященное выпускникам школ с участием первых лиц республики, из года в год становится самым ярким мероприятием в начале лета. Пенсионный фонд, почта России, там уже было есть, лучшего, студент, выпускник, уже 66 уже было 66 студентов. В республике уже открыли свои двери высшие учебные заведения. Абитуриенты 2009 ждут в 3 вузах нашей республики. Небывалый интерес к учебе со стороны юношей и девушек не может не радовать, тем более если перед ними открываются реальные возможности найти себе хорошо оплачиваемую работу. С 2005 года в республике действует программа трудоустройства отличившихся выпускников высших учебных заведений. 77% успешно единый госэкзамен, а по России Балштон из Дона, Церсенья, Уэдона, действительно, на 100% Дона, Уэдона, подход Кани, не так не Уэйошо, Кани, Уэйсигалит, Кани Дона, Уэдерлит, Уэбершен, Дизи Хайт, Цедиш Тамах, Доси Хайта, Уэдон, Министерство Дона, образование Дона, Царь Дона, Дик Дон, низ подход Нир, Далвола Дона и подход Нисер Бандуш. Уэдона, действительно, Дона, Диш Ляшпеш, Республика Шваркбуй, Уэберш, Знаниш, что Уэберш Дона, Кани, Уэкоми, Хилляш, Дон, Бюзен, Он, Яхиш, Мехтебуй, Хайч, Дон, Тауэш, Затина, так, Бисенчана, Далвола Дона, Уэоди, Дуна, Василди, Дала, Шудона, Бешен до школ чекаха ирсиха تويل شو دون احيد دون دي الهولشتون ويقوم سيديش ومخك سيديش ويحلل ويدي غلقش اش ديت سيديش